Да. И он прочитал Евангелие, причем Евангелие было длинное на русском языке. Все понимали, думаю, слава Богу. Для меня это было неожиданно. Он прочитал, и на самом деле люди так были благодарны, что вот он. Это хороший был подход. Евангелие нормально читать по-русски. Да, А придерживаться славянского. но это с миссионерской целью это сделано. Во-первых, там у нас, знаешь, Стали ножи, началась Варфоломейская ночь, как во Франции. Разговор Между протестантами и католиками была Варфоломейская ночь. Я согласен, что нужно на русском Просто в местах, спичку где проживают не славяноязычные народы, национальности, на национальном и на русском. Вот он так говорит, на двух языках. Но я скажу так, у нас любят противопоставлять одно другому. У нас не надо противопоставлять русский церковнославянский. Не надо. Ни в коем случае не надо противопоставлять. Это наше богатство, церковнославянский наше богатство и русский наше богатство. И там каких-то, здесь нужно просто руководствоваться определенной целесообразностью. И, безусловно, там, где мы используем русский язык, он должен быть высокий. То есть высокий, духовно высокий перевод. Потому что язык может быть высоколитературного слога, а бывает низкого слога. Да? Но мы все прекрасно понимаем, о чем говорим. Поэтому просто здесь вопрос качества перевода. Почему Я честно скажу,